Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Говорится, тогда диалог будет намного интереснее, а то с пустыми аватарками, нарницами и всем остальным я не так уж сильно хочу общаться, да и мне уже одна группа начинает говорить, почему не показывают лица, другая говорит, хотят остаться инкогнито. Поэтому не хотите показывать свое лицо, просто-напросто пишите комментарии, я отвечу на ваши вопросы. На наш стрим сегодня у нас среда, и я надеюсь, что мы пообщаемся с вами очень даже хорошо. Никакого мата, никаких ненужных провокаций. Все в рамках, как говорится, культурного общения. Надеюсь, остальное вы уже не в первый раз мы проводим эфиры. Почему ингуши так стремятся? Само собой, я обязательно вопросы, которые отправлены через стрим, через донат, тоже зачитаю. Алейкум ассалам. Все, кто хочет дружить, с кем бы они не хотели дружить, это их личное право. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Могут дружить, хотят с японцами, хотят с армянами, разницы нету. Поэтому нужно все, честно сказать, мне никогда и не было дела до того, кто с кем дружит. Это каждое право каждого человека. У нас хорошие отношения со всеми кавказцами, вне всякого исключения. Нохчи народ ко всем относится одинаково. Кого-то чуть больше уважает, кого-то, так скажем, из-за недопонимания и недомолвок держится на дистанции. Ну, что бы то ни было, в любом случае ко всем относятся уважительно. Единственное, что не терпят нохчи, это ложь. И ва алейкум ассалам. И клевета на наш народ, само собой. И плюс притязание на нашу историю и наши, так сказать, исконные исторические земли нашей родины Нохчичук. Дзурдзуки это и Нохчи, и Вала, историческое название. Ну, в то время не было делений, а сейчас, как говорится, мы разделились, ну, исторически так. Тахансул Нарнич, Мелберлин, Сардам. Сардмаш Дехкара, это участь слабых. Сардам Баларч, о дикцадуиц, ва алейкум ассалам. Ваша. Сардмаш Дехкара, дикдац, я тем более проклинать мужчине на Кавказе, это проклятие, отправлять это участь очень слабых людей, очень неуверенных в себе людей, поэтому никого проклинать не нужно, тем более с учетом того, что если этот человек этого не заслужил, то это проклятие ляжет на человека, который непосредственно проклинает. Иншаллах, я вижу тут не только одну джузи. Вот. И, как говорится, я спрашивал грузин, переведите кист, у них переводится как кистинцы, дзурдзуки, это все название, как вы знаете, оно было, есть
общее название наше. Поэтому, что в то время было или не было, это уже второстепенный вопрос. Вот, поэтому давайте задавайте вопрос. Это их личное дело. У себя дома они имеют право делать, что хотят и когда хотят. Я думаю, что Нохчи народу вмешиваться в это не стоит. У нас есть свои проблемы, свои плюсы, свои минусы. Я не слышал anything. Давайте обсуждать и говорить о том, что нам важно, нужно. Вот. Башлам, вчера ты считаешь критические замечания Азамата были правильными? Нет. Я не считаю правильными. И я несогласие свое заявил. Башлам, почему ты скрыл от меня эфир? Я ни от кого не скрывал. Я вчера всем дал понять, что обсуждать в эфире, где есть братья, недруги, все, кому попало, обсуждать свои минусы, я не считаю правильным и никогда не позволю этого у себя, по крайней мере. Свои минусы я или нашего народа, или наших представителей, мы за чашечкой чая разберемся без официальных разглашений. Поэтому я категорически против. Что это товарищ на этом видео у нас? Не понял, Омар, что за вопрос? Вежри, у меня есть свое понимание и своя, так сказать, национальная идея. Моя национальная идея – единство моего народа, объединение моего народа, историческое образование у моего народа. И я категорически не согласен с высказываниями многих вещей. Если я их не озвучиваю или не говорю, это не обозначает, что я совсем согласен. Поймите, у каждого свое мнение. Я не слышал, чтобы, допустим, сидели на обсуждение с Дагестана, сели дагестанцы и обсуждают там свои плюсы, минусы на все обозрение всему миру. Ни ингуши, ни осетины, ни наши братья адыги, лезгины, чтобы сидели и обсуждали какие-то свои минусы. Поэтому я категорически противник таких вещей. В социальных сетях с такими вещами нужно быть осторожнее. Очень осторожно. Если мы говорим 99%, что у нас нормальные, а 1% мы будем сидеть обсуждать, то это оскорбление идет не на 1%. Оскорбление идет на всех остальные 99%. И причем нас потом еще упрекают в том, что мы... Это же ваши говорили. Это же ваши все говорят так. Поэтому нужно за своим, как говорится, за своими словами нужно очень четко следить. Ларвал в языцумнах. Это мое личное мнение. Вот. Поэтому, если мы говорим минусы, давайте поговорим про плюсы. Про плюсы поговорим. Сколько? У нас с детского садика начали учить детям ламаз муда диез, бисмил мудиеш диез. У нас категорически запрещено пьянство, категорически запрещено курение, категорически запрещено наркомания, все, что можно было, категорически запрещено короткие вещи носить. Приезжие туристы у нас ходят уже как нормальные люди, не носят шорты, даже туристы. Неужели вы думаете, что не о чем говорить? У нас есть День чеченского языка, у нас огромное усилие тратится на чеченский язык.
Поэтому говорить о том, что только минусы или какие-то свои... Башлам, у меня не было уведомления ночью. Это алейкум салам. Вежри, я прошу вас прощения, если у вас нет уведомлений, это не из-за меня, это из-за наших нарнийцев, которые все вечно плачут и в бан отправляют. Много чего хорошего есть в Чечне. Флатингас, оно есть везде, хорошее есть везде. Но я еще раз повторюсь, когда я был в первый день в эфире, я сказал и говорю, не нужно вытаскивать скелеты с шкафа. Это не повлияет позитивно в этой войне, в гибридной войне. Не нужно. Хотите это обсуждать? Пожалуйста, здесь собирайтесь. Собирайтесь там, я не знаю, в каких-то актовых залах, в других местах, в вашем любимом НКО собирайтесь. И там обсуждайте. Шейнинг милуху, шнейнинг милуху. Маски уже давно сняты. Я не обвиняю никого. Послушайте меня, уважаемые мои братья. О своих минусах или мы обязательно поговорим. Но у себя дома, среди своих людей. То, что вы выносите в социальные сети, 99% позитива, 1% негатива. Пускай 2% негатива, 3% негатива. Но почему нужно говорить о 3% негатива? Почему? Мне вот это непонятно. Я не собираюсь сегодня весь эфир говорить об этом. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Если мы думаем о будущем, когда ты человеку рассказываешь хорошее, у этого человека стремление сделать хорошее. Понимаете? Башлам, там он говорит, Борятинский говорит про аварцев. Да, он говорит якобы о том, что там Ермолов, я же сопоставление показал. И можно посмотреть это. Поэтому не нужно говорить, если вы хотите, не надо говорить «Хар али, важ али». Хотите сказать, вот есть кодекс, по этому кодексу онхалла, нохчалла, вот так-то, так-то, так-то нужно делать. Дальше заходить уже не стоит. Разговаривать шорты, штаны и так далее и тому подобное. Человек может по незнанию обвинить, человек может по незнанию допустить ошибку. Человек в теплое время суток, летом, когда жара не будет там, я не знаю, одевать телогрейку, садиться и проводить прямые эфиры. Обсуждать человека со стороны всегда проще. Осуждать человека со стороны проще. А ты сделай, сам сядь и сделай что-нибудь. Помоги. Вот и все. Человек, который что-то делает, никогда не будет осуждать. Не будет осуждать. Человек, который ничего не делает, он все время будет осуждать. До тех пор, пока ты тоже не откажешься от чего и не будешь делать ничего. Тогда тебя перестанут осуждать. Осуждению подвергается человек, который что-то делает, пытается изменить к лучшему. Вот и все. Ладно, Башлам, хоть сейчас ответь, почему ты очень лояльно относишься к своим подписчикам, чеченцам, даже если они провокаторы, просто вижу их комы. Флатингас, потому что вот таким образом, когда эти люди слушают, когда я не нагнетаю на них, не оскорбляю,
я потихоньку, объясняя этим людям, меняю их мировоззрение в лучшую сторону. Здесь никто не матерится, Дени Нанница дед. Но когда ты приводишь позитивные примеры из истории, когда ты рассказываешь, что есть хорошее, эти люди сами меняются. И многие поменялись уже. Наш раздел — это не пить в семье, говорить уважительно друг с другом и не проказывать, не брать, так, ассаламу алейкум. Это так дальше. Может, поговорим про Дзузруков и Кистов, собака не волк. Так, давайте я сейчас отправлю чуть подальше. Послушайте, я зачитывать негативные, оскорбительные комментарии не буду. И я вас предупреждаю. Не нужно упрекать в том, что не носит никакого характера, нужного для нас характера дел. Ну, что я имею в виду? Что нам даст, если мы будем упрекать в чем-то, что для нас не важно? Что там другие творят, за чужие грехи я не буду отвечать. Понимаете? Это самое важное. Собор дело, что чайник эхватен хавош. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Так. За брата Маршу Зум Снайпер задонатил. И еще пару наших братьев задонатили. Аллах да саавел. Булдисмек эзаршка соудолю. Огромное спасибо, кто поддерживает наш канал и вносит свою небольшую лепту в этом. Кто упрекает за прошлое, тот хочет оскорблять и задеть, а никак не исправить человека. Послушайте, прошлое, то, что есть, что было в прошлом, если вы задаете вопросы по истории, мы давайте поговорим про историю. Еще раз, плохие черты характера, общества, тейпа, оно не переносится, одного человека не переносится на весь народ. В любом случае найдется человек, который вообще в этом не виновен. Поэтому нужно быть осторожнее со своими суждениями. Не оскорблять весь народ, или тейп, или фамилию, или кого угодно. Понимаете? Я еще раз, вчера вы начали говорить там, как говорится, футболки там и так далее. Щеек, у кого есть возможность, тот будет одеваться. Хазгылка өзд эхуми ухарюше ёльчу. Ешь бу, йоцаш бу. У нас какая-то революция сразу начинается или с платков, или с одежды. Нужно с сердца начинать. Понимаете? Сердце нужно очистить для начала. А потом уже дальше продолжить в остальном.
Как будто бы у нас все здесь миллионеры, у всех есть возможности шикарно там ходить в шляпах, в костюмах и в белых носках и туфлях. Не у всех есть такие возможности. Не разгоняйтесь сильно. И не пытайтесь оскорбить бедных людей. То, что они ходят в шлепках или то, что у них нету. Я знаю, что такое бедно, что такое мискин. Я знаю. И если вы этого не знаете, не надо осуждать этих людей. Если вы не прошли через бедноту, не надо оскорблять людей и говорить, что он не ногче, если он одел калоши или шлепанцы. Нормально, ду. Аллах барцак боев ногче ком эл амат сдонатятин. И за юни Аллах Руслан тоже задонатил. Да, Савел Шушина донатил. Вот. Мы такие все правильные, хорошие, но не можем элементарно разобраться в своем. И пытаемся сесть везде прилюдно. Весь мир, послушайте. У нас вот, оказывается, есть такое. И без наших этих рассказов нас упрекают этими бедными женщинами, которые работают на мойках, или продают на базаре, или вдоль дороги продают клубники, яблоки или цветы. Без наших упреков и так упрекают достаточно. Эти же нарнийцы. Поэтому нужно понимать, о чем вы говорите. Нужно следить за этим. Ни больше, ни меньше. Ладно, давайте задавайте вопросы, чтобы не отвлекаться, максимально постараюсь. Амин, ты прекрасно знаешь, кто упрекает. Ты прекрасно знаешь, кто упрекает. Все знают, кто упрекает и кто это делает. А почему никто не говорит про многоженство? Ладно, оставим. Так, отвечаем на вопросы. Дальше, если у вас есть... Салтыгов в своем заявлении поставил жирную точку в вопросе братства. Тут один говорит, надо завтра пойти. Я поддерживаю осужденным. Тот, кто считает, что нужно пойти, идите. Никаких проблем нету, идите. Никто вас не держит. Тадале. Эзри, я не пытаюсь вам кому-то угодить, честно вам скажу. Даггердег дюйца сайдег. Башлам, что там у Зуртанов про адыгов болтал? Да, слушайте, сейчас как раз хорошо... Да, Саудахкан Гыллак, Лай Амал Дверз, очень хорошая народная чеченская поговорка. Братья адыги, Захат и адыги, которые зашли, сейчас упорно пошла атака, очень не понравилось, начали писать некоторые представители крымских татар, не понравилась им Кинжальная битва, не понравилась им Ханкальская битва. И некоторые, Русик, само собой, начал наговаривать. Видать, им очень сильно не нравятся автохтонные народы. А при чем тут мы, я честно сказать, не знаю, почему не нравится. И в чем причина? Неужели пришлые народы, кочевые племена рассчитывали на то, что мы должны совсем соглашаться? Времена Чингисхана, Тамерлана уже давно закончились. Автохтонные народы – это полноценные, однозначно хозяева этих земель. И то, что им не нравится, и высказывания им не нравятся, это их проблема. Подождите, при Ханкальской или Кинжальной битве мы же не говорим, что там мы победили, после этого атаковали и выкинули вообще с нашей родины. Нет, было отражено нападение. Вот и все. И начали писать
То ли татары, то ли, не знаю как их, крымчане, то ли тюрки, как правильно назвать-то? Их, видать, они очень сильно задевают, говорит, что это разжигание. А чего разжигать? Это исторический процесс. Была битва Ханкальская, где Нохчий народ, или кинжальная битва у адыгов, потеряли много. Вот и все. В чем проблема-то? Понял? Понял, брат? Поэтому вот не нравится, что, оказывается, братья адыги и Нохчи, оказывается, вот так поступили. Нехорошо. Надо было, оказывается, отдавать своих красивых, самых красивых женщин, давать деньги им и давать лучших лошадей. Это считается, оказывается, самыми достойным поступком. Причем сравнивают себя, как якобы представители мусульман, и сравнивают с почему-то с нынешней Российской империей, которые нет, я не про это, Захат. Они притворяются, понимаешь? Они притворяются, как будто бы пишут от них. Разницы нету. Тут же мы говорим не о тех крымских татарах, которые там притворяются, говорят, что они вот намекают на то, что якобы попахивает национализм. А при чем тут национализм? Если адыги и нохчи говорят, что это так. Что говорит Русик? Ну, Русика, походу, уже вот знает, не знает, к кому прикопаться. То ли к адыгам прикопаться, то ли сейчас между нами какой-то там пока стена, и придерживаемся, как говорится. Решили туда-сюда поиграть. Но это их проблемы, честно сказать. Вы не в таком положении, чтобы говорить... Осман, ты вообще про что? Я вообще-то сейчас говорю о других. Ты зашел и говоришь... Ты в моем эфире зашел и говоришь, вы не в таком положении, чтобы говорить про ингушей. Где вообще мы говорим сейчас про ингушей? Где? Ваша самая большая проблема, когда вы заходите в эфир, вы не задаете вопросы ко мне. Вы общаетесь с теми, с кем можно было бы поспорить и поссориться. А потом меня упрекаете, что у меня в эфире сидят якобы те, которые не любят недоброжелателей. А вы постарайтесь не разговаривать с ними, задавать мне вопросы. Если я люблю свой народ, и если ты любишь свой народ, то это плохо. Да, я националист, я возвышаю свой народ, и я его люблю как и любой. Правильно, я же об этом и говорю. Каждый имеет право любить свой народ. Но ставить там осликов с пулеметом на спине, это в основном используют душманы, это используют афганцы. Эти фотографии афганцев. Ну, чтобы стать похожими на афганцев, нужно хотя бы что-нибудь сделать, как они. А не закидывать дешевые фотографии и говорить, что якобы автохтонные народы являются там националистами. В чем проблема? Любите свою родину, занимайтесь своей историей. Ну, было нападение, отразили. Отразили братья адыги, отразили там Нохчи, и что? Одна из сотни. А разве они, являясь мусульманами, не нападали на мусульман? Разве мы не были в то время мусульманами? Адыги не были мусульманами? Или Нохчи не были мусульман? Были. В то время была внешняя политика, и в историческом процессе они никого не щадили. Как будто бы они были там распространителями ислама. Поэтому вот эти вот байду рассказывать, что нам делать и как нам делать, нам не нужно. Мы хозяева на своей родине. И мы как считаем нужно, так и поступаем. Кому не нравится, домой.
откуда пришел, туда и скачи. Разницы нету, кто бы ты ни был. Но нам указывать автохтонным народам, где мы живем, что нам делать, нам не стоит. Ладно, продолжаем дальше вопросы. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам, Макар. Анонимно просто брат задонатил. Огромное спасибо брату. Дальше. Абсолютно правильно, Флотингас. Абсолютно правильно. Ну, Адыги, в тексте он как бы намекает на это. Собака лает, караван идет. Мы изучаем свою историю. Я лично не вторгаюсь на чужие территории. А то, что им нравится или нет, тысяча жизней положили в Ханкарской битве мой народ. И что я должен сейчас говорить, что нет, мы этого не будем говорить? Да пошел ты своих ежиков пастей. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Башлам, что думаешь про ковчег Ноха? Думаю, если найдут, это будет великолепно. Пока ничего. Нет, я не смотрю. Ни сваты, телевизор я смотрю только исторические. History каналы и научные. Еще один брат задонатил. Задавайте вопросы. Сейчас, если кто-то зайдет в эфир, уже мы не сможем ответить на вопросы, пока будут разговаривать. Боюсь, что просто не успеем. Так что задавайте вопросы. Как запросы придут, я приму обязательно. Абсолютно верно, Флотингас. Абсолютно верно. Мы же не осуждаем, не оскорбляем за это народы. Скажи один просто-напросто. Скажи один раз просто-напросто. Хватай, не глядя, смотришь. Смотрю, зум снайпер. Вот это смотрю. Адыге дене уэ ушиш. Как думаешь, может ли Чечня в будущем стать как Германия для Европы, для Кавказа? Ильяс, я очень на это надеюсь. Айони цакачон пока. Я очень на это надеюсь. Башлам, когда вернут наши два... Ведутся разговоры с ваших ученых кругах, не обсуждают возвращение двух районов. Возвращение двух районов это прерогатива власти. Вот. Все в рамках закона, ни больше, ни меньше. То, что я слышал последнее, это было так. Башлам, что думаешь о трудах Пантюхова, которых он доказал, что... Вежри, я очень вас прошу, уважаемые мои братья, хватай, не глядя, донат. Нальчик Садыс, я тоже. Давайте так, я не буду отвечать на вопросы, которые не касаются моего региона. Если в контексте наших общих историй буду, а так я не буду за соседей отвечать. Можно будет пригласить на твой эфир Бакаева. Я с радостью. Если он придет, это будет... Просто феерически, просто феерически. В 5-й раз спрашиваю, какое отношение Дзурдзуки Кисты имеет к чеченцам? Еще раз, отвечаю тебе 100-й раз. Миллион раз отвечаю. Дзурдзуки Кисты это древнее название народа Нохчи.
Я говорю за свою историю. Точно так же и называют себя и ингуши. Но я за свой отвечаю. Называли так в древности чеченцев, нохчи, нахчи. Что тебе еще рассказать? А ты, брат, Маша, молодец, хорошо говоришь на нашем языке. Учусь, брат, Бакаев придет. Я же собираюсь в этом году атаковать, так сказать, братскую Адыгейскую республику с хорошими намерениями в гости поехать. Ва алейкум ассалам. Можешь не сомневаться, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, или скоро объединят, не думаю, что объединят, не уверен, это маловероятно. И 2 доната пришло просто без сообщений. Вот. Я могу говорить только теперь вы Зурзук. Осман, ты немножко опоздал. Осман, может, зайдешь, покажешь свое личико, давай с тобой поговорим. Мы всегда и были. У нас и Тайп Зурцхуай был. На карте есть село было. Я не знаю, чему ты удивляешься. Адыги всегда были братьями, как и много пролили кровь. Не сомнений. Наш знакомый грузин тоже говорил, что Зурзуки и Кустов, они называют чеченцев. Пытаюсь отправить запрос, но, видать, не проходит. Юня, а перезагрузки дня или что-то у тебя может быть. В прошлый раз же тоже ты долго отправлял и почему-то не доходит. Или на тебя жалобы накидали. Что касается наш шейх Мансур, скорее всего, наш шейх Мансур вполне возможно знал. Я думаю, что да. Абсолютно верно. Осман, ты можешь отправить запрос. Я всегда с радостью пообщаюсь с тобой насчет Зурзуков и Кистов. Проблем с этим нету. Могу тебе зачитать даже. Есть возможность. Прекрасно. Я зачитывал, но еще раз могу тебе повторить ряда самых сильнейших и профессоров, и ученых грузинских зачитать. Можешь почитать, узнать заодно. Зайди, если хочешь. И так далее. Дальше. Мюжги есть тут. Я твой брат Башлам. Ты вообще тогда красавчик ты, капитально, братуха. Ты вообще красавчик. Тебе бы на твоем месте, брат мой, Орстхо, от Авьезера, Вилла Цавюш. Тебе я рекомендую, к тебе вообще претензий должно быть меньше. Башлам, что там с земельным вопросом между калмыками и Астраханью? Там тоже непонятки, походу, начались небольшие. Я сильно вмешиваться не стал, но реально там тоже не все в порядке. Башлам, брат Махыл и... Ну да, покайся, я шутил, брат. Уарстхо, ваша от ила дела, тут не все понимают шутки. Хо вообще войны гон от ила. Ассаламу алейкум, Башлам. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Давай, брат, объединяй Кавказ. Пришло и много. Ай, машаллах. Ну, это, как бы, не будем мы сильно. Но думаю, что автохтоны должны вместе изучать историю, смотреть то, что они творят с нами, а мы молчим. Нет, мы уже не молчим. Мы рассказываем, делимся. Братцев же есть Ахмадез. Да. Если у нас нету ссылок, если у нас нету доказательств, нам об этом говорить смысла нету. Поэтому тут никаких вопросов нет. Разве нету? Если бы запрос был бы, я бы ответил. Там, где Налин прошелся карандашом, там и проблема. У нас есть...
Ассаламу алейкум, Башлам. Юни, когда будет в эфире, можно будет зачитать вам вопросы. Вопросы можно зачитать и сейчас. Юни их видит точно так же, как и я. Но, видать, на него накидали жалобы, он не может запрос отправить. Если не хотят нормально жить, то пускай к себе едут. Абсолютно верно. Кому не нравится, земля круглая, может идти куда хочет. Пхимину атхал кел кайк яшмавар хо осман. Надо быть, чтобы ты сделал подробный рассказ. Так, насчет подробного рассказа, если вы хотите, я могу сейчас хоть зачитать. Я же зачитывал всем, все слышали про Дзурдзуки. Я слушал и Султыгова, и Зурабова. Вы же знаете, я ни одной научной публикации, высказывания, общественно важной, исторической, я ничего не пропускаю. Единственное, углубленно я не изучаю вот ДНК проекта, а остальное... Башлам, как тебе обращение? Ну, как может быть выступление? Как тебе сказать? Так себе. Рамзан Динабош Дуолин Хунгин. Рамзан Сумаца Дуолин Башлам. Ты так и не ответил, кто подставил Хизираю. Не знаю я, о чем ты говоришь. Какую Хизираю, не знаю. Шароевцы Дзурджукш Будер. Шароевцы, Итумкаленцы, Галанчуршцы, Шабешбу. Ассаламу алейкум, Башлам. Амин. Ангуни в работе «Государственность народа» Нохчи пишет, что дегорцы были Орстхвай. Что-нибудь слышал про это? Уважаемые мои братья, что касается дегорцев и родственности их с нашим народом, многие говорят, да и честно скажу, я разговаривал с профессурой, и они говорят, что осетинский народ очень много давно живет и многое перенял и от нас, и фамилии есть одинаковые. То есть не все, конечно же, там, но есть небольшие как бы и совпадения, и многие вещи, которые показывают сегодня ДНК, что они относятся, некоторые из них относятся к вайнахскому кластеру. Тут ничего удивительного нету, поэтому... В принципе, это нормально, с учетом того, что они живут по соседству, тем более братья по вере. Поэтому нужно быть немножко сдержаннее, ни больше, ни меньше. Вот. Пока в открытую деется Бог, в комментариях пишут админы страничек. Но это их личные проблемы, кто что говорит, какие претензии призывает. Есть версия, что дегорцы это дегори, иначе говорят топорники. Дегори. Нет, я такой версии не слышал, честно сказать, самурай. Немножко чересчур, как тебе сказать, наивно это. Наивно. Но сейчас обвинять никого не стоит. Башлам, все это, которые предполагали нам на границу, их разве есть полномочия после суда отдать нам 2 района? Они могут подписать соглашение в случае, суд поставит отдать Чечне 2 района. Я не знаю, честно сказать, Макар, по поводу 2 районов. Мы можем располагать только... у нас же регион такой специфический. Мы все в рамках закона. Как поступит власть, как поступит парламент или глава Чеченской Республики. Они сказали, мы будем решать по закону. Все. Я могу исходить только из этих слов. Дальше, дальнейших каких-то продвижений, что-то новое, я, по крайней мере, пока не слышал. Если будет что-то новое, я, конечно же, Сайнхеззега Шукдюйцерду. Башлам, расскажи про хевсуров, кто они. Хевсуры это грузины. Сегодня хевсуры, пшавы, тушины это грузины. Кто бы что ни говорил. Близко родственные нам, да, считается, что близко родственные к нам, но не больше, не меньше, как говорится. По ДНК они близко родственные, а так братский народ соседний и все.
Хивсуры, Пшавы, Тушины. Оставьте их в покое. Они грузины, они это прекрасно знают. Башлам, почему делят нашу территорию Уарстхвай, ингуши и чеченцы? Потому что Осман, потому что мы считаем, что Уарстхвай это часть нашего народа. И мы, заметь разницу, Осман, мы не просто говорим о территориях. Мы эти территории восстановили, как они были, то есть территориально, как они были, очищаем их, тратим миллиарды на них, заселяем эти места уарстхоевцами, проводим за несколько миллиардов газ, свет, дороги и делаем комфортную жизнь для Уарстхвай, который является частью чеченского народа. Почему? Потому что мы благодарны нашим братьям Уарстхвай, которые с нами были всегда. Во время Кавказской войны, во время мухаджирства и все остальное. Нохчи не забрали земли Уарстхвай и не поселили туда другие тайпы. Есть разницу, чувствуешь? Деревья мы не вырубаем, башни свои мы не говорим. Мы говорим, Тханохчи ком Уарстхвай бу тайпан. Цер некш хаш коч деш, цер муах цан беш, нохчи чуэл дери. Тхабол дериш. Мы, то, что мы делаем для своих уарстхоевцев, пускай сами Уарстхвай думают. Я помню, буквально года 2 тому назад упрекали, говорили, а вот у вас, вот у нас Уарстхвай был мэр города и так далее. Уарстхвай, здесь нету разницы. Уарстхвай, ты можешь устроиться, если есть место в парламенте. Митчана ты можешь устроиться. У нас Уарстхвай депутат парламента, Уарстхвай был глава Шатойского района, Уарстхвай у нас везде живут, и никто не мешает. Ни один человек не упрекнул ни одного Уарстхвая. Никогда в жизни. Вы покажите хоть один, кто потратил хоть 1 миллиард на Уарстхвай, кроме Нохчи народа. Потому что они считают этих Уарстхвай частью себя. Это наш народ. Еще раз говорю, который был и в Кавказскую, и Великую Отечественную, во время депортации, во время мухаджирства. Во время мухаджирства 3500 Нохчи, 1500 Уарстхвай. Понимаете? Вот что мы делаем для своих Уарстхвай. И кто нас может сегодня упрекнуть и сказать, что Нохчи не делают ничего своим Нохчи тайпан Уарстхвашен цаумцаду алиш? Сколько раз парламент Ингушетии или другой парламент встречался с уарстхоевцами? Сколько раз президент встречался с уарстхоевцами? Без разницы. Даудов, председатель парламента, 3-4 раза встречался с уарстхоевцами. Ездил туда, Сахдокчигиона, Массумети Даклочу. Что еще нужно? Когда мы оттолкнули, оскорбили, что-либо сделали Уарстхвай. Дерез, Хил, Тхуэгернак остал Уэшишум. Связи аду, приходите, свободный доступ. Разве это не так? Кто нас может упрекнуть в этом? Кто уделил такое внимание? Разве хоть один представитель нашего народа сказал, кто пойдет на собрание в Малгобек или в Псидах, или я не знаю, в ту сторону, он будет предателем, нужно его выгнать и передаст ту. Хоть один человек с Нохчи что такое сказал? Хоть одного Уарстхву оскорбил? Никогда не сделали. И да, не сделают. Почувствуйте разницу. Примеров я могу уйма рассказать за эти 3 года. Уйма. Пожалуйста. Опять же, когда сейчас даже был глава там, что он сказал? Приезжайте в Уарстхвай, прописывайтесь, живите, стройте. Даудов не Ялхарой, Даудов Ялхо. Ялхарой и Ялхо это разные. Но к чмахкоевцам относится Даудов. Поэтому, если у вас есть какая-то аргументация, скажите. Здесь все равны. Чечня это территория равных возможностей.
для обществ, для тейпов. У нас нету ни выше, ни ниже. По крайней мере, пока. Еще раз я вам говорю. Уже затрачено почти что по 2 или 3 миллиарда рублей на Галанчожский район. В основе своей это дороги, газ, свет. Очень, даже в советское время, где не было возможностей, проводится все это. Какие проблемы? И дело не только в Арстхуай. Экки то же самое. Мечети строят, возрождают. Любой Экки живет где хочет. Живет где хочет. Делает на своей родине все, что можно. Вы не представляете, я знаю, вы не знаете. Вы знаете, как трудно в скальной руде делать пробоины и проводить 96 километров, проводить туда энергию. Днем и ночью Чеч-Энерго тратит огромные силы, чтобы это делать. Как трудно было проложить четырехполосную дорогу. Сегодня можно даже на мотоцикле спокойно поехать туда. За какой-то час ты можешь спокойно поехать в Галанчожский район. А в чем проблема-то? Нету никаких проблем. Но мы говорим одно. Хузах, мелкий уехал, ири уехал, остхо уехал, экки уехал, эшбату, бену, алру, разницы нету. Здесь мы все один народ. Мы ногчи. Дальше уже выбирайте сами. И ни на секунду мы не оставляем своих ауховских братьев. Хотя сегодня некоторые нацики нарнийские прикладывают такие усилия, чтобы оскорбить, чтобы задеть, рассказывая сказки. Один доклад чего стоил. Так что, собор делаешь, вышли. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так, позицию, disposition поменяем немножко. Ой, мягко мобилош. Это не так легко. Так, Бакаеву нужно будет помочь, чтобы он на платформах на Ютубе. Везри, Валла, я максимально пытаюсь, я зачитываю все, что есть, когда приходит. И ой, да, хотела волне. Лето реритишь, особо делаешь. Я попытаюсь. Арцелячер, когда меняешь позицию здесь, всегда возникает небольшая проблема. Так, посмотрим, что... Так. Мои сардмош действует, то мусавиан. Ха.
Я отвечаю на вопросы, конечно. Вот тут борщить я, конечно, не буду, Осман. Самые лучшие борщ, их умштуются свой. Ногчи чуаха. Все хорошие воины и прекрасно знают. И от сестры Таисы пришел донат. У тебя вот такая, нет, Ваша, у меня ни одно из того, что ты пересказал, нету. Ни вот такая, никакого другого нету, Ваша. У меня чуть другая связь. Насчет этого у меня, как говорится, те, кто есть, они прекрасно знают, что да как. Ну, мы постараемся, как говорится, башлам хатаханама блестеть. Я не знаю, вроде бы блестеть. Да хума мадацар, такой, как есть наемники. Так, валлахи башлам массущие ездин дыхалхах торжуах плуш бути шалдос. Пытаюсь всем ответить. Если я вдруг пропускаю, я прошу прощения, что вдруг у меня что-то не получается. Бяхмобилаш. И здесь то, что приходит, я проверяю, если донат приходит, и через него, как говорится, пытаюсь зачитать. Еще, братья, здесь сейчас Изю, меня не читаешь. Читаю деталинг. Ваша, я сейчас перезагружу. Час закончился, у меня почасовой трафик, поэтому прошу прощения. Я знаю, что многие любят насчет этого пошутить, но свой трафик, чтобы выйти в эфир. Ну, такова, пока таковы правила. Надеюсь, скоро этот вопрос моей о чем не издать. Ну, мой провайдер будет.
Noqchib Oman tir Bismillah Dinar saytnak haqqatchi Tai saytnak haqqatchi Ibrahim saytnak haqqatchi Qechеник сақатчи Хажалхам. Ну, вообще, хам сақатчи пока, я надеюсь. Чеченхо, ты издеваешься надо мной? А с Чеченхо, это всегда даются он. Он 100% YouTube чахашует, свой гдалу элега, дацейл дуй. Партизан, партизан. Башлан, ты карту поменял? Нет, я не поменял Макар. То же самое. Это из-за уэюшун. За разницу ушун дачун вежри. Время тяжелое. Да, я знаю, время тяжелое, Ваша. Не спорю. Не спорю, что время тяжелое. Нохчмахква термин. Не понял я. Нохчмахква термин. Вам же я уже много раз рассказывал. Этот термин появился только во второй половине 19 века. Ну, ближе ко второй половине 19 века. До этого это общество и эта территория называлась ичкерийским обществом. Поэтому ничего тут такого нового нету. То, что туда не входит. Ну, это разница, яцеги входили, не входили. Это географическое расположение. Это как районный центр был, где проживали те или иные тайпы. Тут ничего такого нового нету. Назвали, почему вы и так знаете. Это конечно, правильно сегодня сказать все являются граждане Нохчичу, являются нохчмахкоевцами, по сути. Ну, вот такой вот. Ну, мы же все прекрасно знаем, что от этого термина уже отходит. И тухумное название тухум тоже уходит, как донат очень быстро доходит. Ибрахим, не знаю. По крайней мере, хакач, зачитать ее. Чечен у меня тоже не дошли, как и у тебя. И Хакочи решено, если отправили в Ижри. Обязательно. Так, вопросы. Ассаламу алейкум, ассалам. Что-то я немножко потерял своих братьев. Вот эта перегрузка каждый раз, когда перезагружаешь, реальную проблему делает. Так, сейчас посмотрим. Я им говорю. Так, валикум салам. Харьяктик хаш маля арсун башлам. Интересно, что за донат ты там отправил, Чеченхо, что я должен аж прям так на реакцию посмотреть. Ваша, я бы с радостью посмотрел, если... Агент ставил Ичкерийский район. Он нашел. Ичкерийский район. Нашха не относилась к этой области. Нашха относилась к Галанчожскому кластеру, относится. Галанчож западнее находится. Ичкери-Муахк находится юго-восточная часть. Вот. Это Нажи-Юртовский район в основном. Частично Веденский район. Башлам, ты про высказывание будет... Если ты прямо так хочешь, я, конечно же, отвечу уж. Высказывание этого человека, который, в принципе, сделал не столько хорошего, а сколько реально навредил чеченскому взаимоотношениям чеченским и ингушским